Что такое вообще парк высоких технологий? Парк высоких технологий — это специальный правовой налоговый режим, который действует в отношении резидентов. Этот режим устанавливает освобождение от налогов и льготы по страховым взносам. Как вы знаете, общегосударственный налог на прибыль, НСП и НДС, налог на прибыль составляет 10%, НСП составляет от 1 до 5% в зависимости от видов товаров и услуг, НДС общий составляет 12%. В нашем случае, вступив в парк, резиденты полностью освобождаются от НДС, налога на прибыль и налога с продаж. Подоходный налог сокращается с 10% до 5%, соцфонд составляет 12% от среднемесячной заработной платы. Вообще закон о парке высоких технологий принят в 2011 году, и действие парка высоких технологий, оно предусмотрено на 15 лет. То бишь весь этот правовой налоговый режим действует до 2026 года. Но в будущем обязательно, конечно же, этот срок будет продлен в связи с тем, что парк высоких технологий является очень важной стратегической площадкой для развития IT-сектора, научной среды, образовательной среды и так далее. Что касается режима парка, также стоит отметить, что когда резидент вступает в парк, на него, соответственно, начинают применяться вот эти налоговые льготы. Однако с выходом из парка эти льготы прекращают свое действие, соответственно. Далее, виды деятельности парка. Для того, чтобы вступить в парк высоких технологий, нужно соответствовать одному или всем вот этим указанным видам деятельности. Во-первых, это разработка ПО со всеми вытекающими здесь нюансами, это анализ, проектирование, программирование информационных систем и так далее. Это экспорт информационных технологий и программного обеспечения, а также создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров. На последнем остановимся. Что такое интерактивные сервисные центры? Это так называемые колл-центры. Это платформы, которые предоставляют услуги по обработке входящих и исходящих звонков с использованием программно-аппаратных комплексов, а также услуги виртуальных офисов, технической поддержки, аренды программного обеспечения и так далее. То есть, если ваша организация соответствует одному из этих видов деятельности, то вы можете с уверенностью вступать в парк высоких технологий. На сегодняшний день резиденты ПВТ по большей части оказывают следующие виды услуг. Это, вкратце приведены примеры, это финансовые технологии, технологии биомедицины, технологии логистики, туризм через интернет, электронная коммерция, компьютерные игры, анимации и так далее. То есть на этом слайде вы можете ознакомиться с теми категориями деятельности, которыми занимаются наши резиденты. Чтобы вступить в парк высоких технологий и получить статус резидента, нужно, во-первых, соответствовать ранее приведенным 3 видам деятельности. Это разработка ПО, это экспорт IT и ПО, а также осуществление услуг интерактивных сервисных центров. То есть доходы от деятельности физического или юридического лица должны не менее чем на 90% соответствовать вот этим видам деятельности. В резиденты парка могут вступать как местные, так и иностранные юридические и физические лица. Под физическим лицом здесь понимается индивидуальный предприниматель, который получает соответствующее свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юридические лица — это коммерческие организации, которые занимаются предпринимательской деятельностью. При взаиморасчетах резидент ПВТ, будь то в отношении парка высоких технологий или другими организациями-подрядчиками, он должен использовать исключительно безналичные платежи. Вообще, парк высоких технологий состоит из 3 органов управления, одним из которых является исполнительный орган, это дирекция, которая финансируется за счет резидентов. И резиденты должны 1% от своей прибыли ежеквартально направлять на нужды, на расходы дирекции. Это условия, которые зарегламентированы в законе о парке высоких технологий. Вообще процедура регистрации состоит из 2 моментов. Это первичная регистрация и окончательная регистрация. Первичная регистрация подразумевает получение заключения уполномоченного органа управления дирекции ПВТ и получается на 6 месяцев. Окончательная регистрация
по прошествии вот этих вот 6 месяцев резидент должен предоставить отчет по установленной наблюдательным советом ПВТ форме. Если уполномоченный орган, дирекция, говорит, что виды деятельности, осуществляемые резидентом, соответствуют нашим основным, вот ранее приводил пример, видам деятельности ПВТ, то, соответственно, резиденту выдается свидетельство бессрочное, как правило, об окончательной регистрации. Наблюдательный совет принимает решение в течение 2 месяцев об окончательной регистрации, а дирекция принимает решение в течение месяца. Это по первичной регистрации. Первичная регистрация, окончательная регистрация подразумевают получение соответствующего свидетельства в бумажной форме, установленной формы. Также важно отметить, что по истечении 1 года с момента окончательной регистрации есть такое очень важное условие, которое закреплено в законе, что 80% товаров и услуг должны направляться на экспорт или быть выручены за счет деятельности от экспорта товаров и услуг. А также стоит отметить, что при регистрации в ПВТ кандидат должен предоставить, если это юридическое лицо, он предоставляет надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица. А физическое лицо предоставляет, в данном случае индивидуальный предприниматель, предоставляет копию свидетельства о регистрации в качестве ИП. Перечень видов деятельности ПВТ, он должен соответствовать вот этим видам деятельности, он должен сдавать налоговые отчеты, должен до этого предварительно пройти учетную налоговую регистрацию, должен сдавать по требованию дирекции стат-данные, ежегодно проводить финансовый аудит деятельности, а также 1% от выручки направлять ежеквартально на расходы парка, на расходы дирекции парка. Резидент может также быть лишен своего статуса. Во-первых, на добровольной основе он может сам выйти из резидентства, то бишь любой резидент должен выполнять виды деятельности ПВТ на 90%. Если резидент нарушает данный пункт, то соответствующий уполномоченный орган парка может лишить его статуса, соответствующего статуса. Также в случае повторяющегося уклонения от ежеквартальных отчислений в виде 1% на расходы дирекции парка высоких технологий, в данном случае он также может быть лишен статуса резидента. Соответствующее решение уполномоченного органа парка высоких технологий о лишении статуса определенного резидента может быть обжаловано в суд. Что касается трудовых взаимоотношений, закон регламентирует типовую форму договора между резидентом парка высоких технологий, дирекцией ПВТ, которая в большинстве своем является формуляром, где прописываются основные права и обязанности резидента ПВТ. Задачами ПВТ является ПВТ стремится к развитию IT-сектора посредством подготовки качественных кадров, развития образовательного сектора в сфере IT, стимулирования сектора науки, образования, также привлечение инвестиций в IT-сектор. Сам парк высоких технологий состоит из 3 основных органов управления. Это исполнительным органом является дирекция, и в рамках дирекции существует консультативный орган, экспертный совет. Наблюдательный совет, он определяет общую стратегию развития парка высоких технологий, принимает решения по окончательной регистрации, заслушивает какие-то финансовые отчеты, планы, бизнес-планы и так далее. Члены наблюдательного совета избираются сроком на 3 года, не более 2 сроков подряд. Директор избирается сроком на 4 года, не более 2 сроков подряд. Законодательство о парке высоких технологий состоит из 4 основных нормативных правовых актов. Первое — это закон о парке высоких технологий. Есть положение о наблюдательном совете. Также есть положение о порядке регистрации резидентов ПВТ. Это устав дирекции, в котором четко прописаны полномочия нашего исполнительного органа. На сегодняшний день ведутся определенные мероприятия по развитию в целом и IT-сектора, и определенных направлений IT-сектора. Первичная регистрация и 6 месяцев. В этот период зарегистрированный
ПВТ резидент, он уже как бы может пользоваться теми условиями, которые предусмотрены, или нужно пройти окончательную регистрацию, и после этого резидент получит резидента, да? У него будет статус, точнее, он получит документ, свидетельство о первичной регистрации, и он будет пользоваться всеми теми же правами и обязанностями резидента парка высоких технологий. Вот смотрите, я, предположим, я хочу вообще совет, да, получить. Я, предположим, как индивидуальный предприниматель зарегистрирован и являюсь резидентом, да, но при этом в своей работе мне нужно будет нанимать дополнительный персонал. Будет ли на них действовать эти льготные вещи, которые предусмотрены как резидентом, да, то есть, а при этом я буду оформлять их, скажем, через Трудовой кодекс Корейской Республики. Абсолютно верно, будут. Это не распространяется на технический персонал, такие как охрана, вахта или технички? То есть у нас есть 90% нашей деятельности, мы должны на разработку ПО, и 10%. Вот когда у нас есть это 10%, то есть у нас на данный момент этого не было. Но если вот, например, 10% у нас возникает, то есть у нас не получается ни разработка, это какая-нибудь другая деятельность, там, продажа оборудования. Как происходит налогообложение по этим 10%? То есть мы отдельный учет ведем или как? Нет, налогообложение происходит по общим основаниям. Единственное, это требование, 90% это требование, чтобы соответствовать законодательным требованиям по видам деятельности парка. Да, смотрите, если вы изначально соответствуете пункту по 90%, на вас уже автоматически распространяется режим парка по налоговым льготам. Сейчас вот часто возникает, когда мы работаем с той же Россией, они начали в контракты включать вот эти исключительные, неисключительные права, кому они принадлежат и так далее. То есть в России это стало распространенно. Они заключают лицензионные договора, дополнительно, что все права принадлежат на разработку им и так далее. Вот меня интересует вопрос с нашими сотрудниками. Должны ли мы заключать с ними какие-то авторские договора на передачу вот этих результатов интеллектуальной деятельности? У нас все это регулируется в части трудовых соглашений между сотрудниками и работодателями. То есть есть стандартные пункты оговорки, которые гласят, что в случае, допустим, увольнения, ухода с работы сотрудника, все результаты, будь то интеллектуальной деятельности и так далее, они являются исключительной собственностью работодателя. Закон не запрещает. Спасибо. У нас есть вопрос от аудитории. Что вы планируете по облегчению рабочих виз для иностранных специалистов? Мы сейчас думаем и готовим определенные изменения или законопроект, может быть, по упрощению получения каких-то виз, да, то есть те же самые электронные визы на примере Эстонии. В ближайшее время мы планируем разработать концепт про именно плюсы, минусы таких виз, и чем она вот именно поможет Кыргызстану, да, то есть привлекать именно хороших специалистов других стран. То есть у нас это только пока в планах. Вопрос также из чата. Могут ли стартапы стать вашими резидентами? Да, могут стать нашими резидентами. Закон требует, чтобы резидентами была либо компания, юридическое лицо коммерческого типа, либо индивидуальный предприниматель.